Говоря о прогрессе, мы всегда размышляем о каких-то технологиях, о тех вещах, которые улучшают нашу жизнь, дают возможность делать какие-то действия быстрее, сильнее, лучше, проще. Но для меня лично прогресс – это когда из века в век, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие человеческое существо становится добрее, понимают друг друга, помогают друг другу, поддерживают друг друга, становится поддержкой. И с точки зрения нашей религии, на самом деле это очень глубокий постулат, потому что мы должны делать добро друг по отношению к другу в любом случае. И даже если наше сердце противится этой доброте, даже если наша душа не хочет помогать тому или иному лицу, наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, что хотя бы ради Всевышнего Аллаха, ради Творца, прояви сострадание, поддержи, сделай тому, который, возможно, ненавистен твоему сердцу, ту помощь, которая в итоге сблизит вас двоих, которая отношения ваши поменяет кардинальным образом. И поэтому религия ислам ставит перед нами первоочередную цель не в развитии каких-то феноменальных технологий, хотя это тоже очень важно. Религия ставит перед нами цель развития внутри нас человечности, гуманизма, понимания друг друга как брата по вере, как брата по жизни, как сотоварища, который пришел в этот бренный мир, с которым мы встречаемся то на работе, то в каких-то других иных отношениях. И самое главное, чтобы вот эту человечность мы проявляли по отношению ко всем, кто окружает нас. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, что самым добрым из людей является тот, который оказывает поддержку каждому и во всем. Будь это другой человек, животные, растение, дерево, куда бы ты ни посмотрел. И поэтому в своем благочестивом изречении он довел до нас такую глубокую, но при этом для неразбирающегося человека поверхностное выражение. Если ты идешь по улице и видишь, что лежит какая-то палка или камень, подбери и отбрось в сторону. Сделай добро другим. Для кого-то это очень поверхностно. Но тут скрыт великий смысл, что каждый, кто идет в этом мире, это твой друг, сотоварищ. Это такой же гость в этом временном мире. И поэтому поддержка не какая-то финансовая, не какая-то моральная, не какая-то, как ты его будешь таскать из дома, например, в больницу, там, подвозить на машине. Нет, даже просто отбросить веточку, палочку, которая помешает этому человеку ходить. А хотя она помешает, то минимальным образом сделает вас уже намного ближе. И поэтому самое главное для нас, дорогие друзья, это воспитать в себе желание помогать другим. И первоначальный этап, как наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, даже если нет желания, то хотя бы ради Аллаха прояви в себе эту любовь к ближнему своему. Хотя бы ради Аллаха сделай так, чтобы твое животное начало, сердце, которое полно ненависти, полно зависти, полно какого-то, не понимаю, тяжелого отношения к другим, попробуй его изменить. И поэтому, дорогие друзья, давайте будем менять наши сердца. Если поменяются наши сердца, поменяются наши мысли. Поменяются наши мысли, поменяются наши дела. Поменяются наши дела, поменяется и весь мир. И поэтому, если хотим изменить мир, не надо менять какого-то другого человека. Надо поменять свое сердце и свое мышление. И тогда мы дойдем до великих, прекрасных и замечательных результатов, которые принесут радость всем и вся. Желаю всем самого наилучшего. Доброго дня.